Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости». В студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Повышение подъемных по программе «Земский доктор» с 1 миллиона до 2 поможет привлечь в Инту новых медиков. Специалисты Интинской ЦГБ попросили внести изменения в существующую программу у зампреда правительства региона. Прославление национальной культуры и фольклорных традиций. В Инте прошел грандиозный фестиваль самодеятельного народного творчества «Сельские самоцветы». Гонки на оленях упряжках, прыжки через нарты, метание аркана. Северным многоборьем в Приполярье отметили яркий национальный праздник Терепкер. В рамках своего двухдневного визита в Инту заместитель председателя правительства Лариса Карачева встретилась с коллективом Центральной городской больницы. Обсудили несколько вопросов: ремонтные работы в зданиях ЦГБ, строительство ПЦР-лаборатории, повышение цен на платные услуги медицинского учреждения, привлечение молодых специалистов, в том числе для работы на селе, а также темпы прохождения диспансеризации. Прежде всего обсудили финансовые вопросы. В больнице сегодня ведутся капитальные ремонты, замена окон и радиаторов отопления. По сути, после подобных строительных работ нужно провести косметические и привести помещение в порядок. Но собственных денег на эти цели у Интинской ЦГБ нет. Поэтому после масштабного ремонта вид кабинетов получается незавершенный. Также немалые средства нужны на обеспечение пожарной безопасности. У нас очень старая пожарная сигнализация в детской больнице и в акушерском отделении. На одно здание надо 10 миллионов, на второе 7, да? Правильно я говорю? Да, мы подавали через Александра Николаевича просьбу помочь нам через правительство, но, к сожалению, оказалось, что ПСД, который у нас был разработан в предыдущие годы, Роспотребнадзор полностью, не полностью, частично опроверг, потому как там изменились какие-то требования. На новую проектно-сметную документацию денег у больницы нет. Речь идет о сумме 300 тысяч рублей. ЦГБ не может изыскать финансы, в том числе из-за того, что с 2018 года не поднимала тарифы на собственные платные услуги. Причины были разные, в том числе цены оставались на старом уровне из-за ситуаций, происходящих в мире и стране. Чтобы окупить хотя бы медикаменты, затрачиваемые на процедуры и проводимые платные обследования, необходимо поднять стоимость услуг на 30%. Минздрав не готов согласовать такое резкое повышение. Как посоветовала Лариса Карачева, выходить из этого положения нужно постепенно. Экономисты должны отработать каждый тариф, чтобы и учреждению выровнять финансовую ситуацию, и интинцев ценами не испугать. Нужно действительно все позиции просчитать аккуратно. Есть какие-то цены, которые не нужно поднимать, они остаются, в принципе, достаточными. Еще один финансово-затратный проект в Инте – строительство ПЦР-лаборатории. Заявку медики подали еще на 2022 год и вроде даже получили одобрение. Но цены с тех пор значительно изменились. А вместе с тем оборудование подобного кабинета в Инте необходимо. В момент пандемии интинцам приходилось месяцами ждать результаты проведения исследований, а врачам постоянно ездить в командировки, чтобы искать тесты своих пациентов. Было принято решение о строительстве у нас ПЦР-лаборатории. Вот у нас вопрос, будет нам выделены дополнительные средства на строительство ПЦР-лаборатории, потому что деньги, запрашиваемые нами в 2022 году, уже прошла инфляция, уже выросли цены, и нам не достает 32 миллиона. Да. Вот будут ли они или нет, на что мы рассчитываем. Нехватка молодых кадров – проблема, которая сегодня стоит остро во всем регионе. Молодые специалисты в Инту и села округа не едут по разным причинам. Их не прельщают ни подъемные в 1 миллион рублей, ни предоставление жилья, ни возможность карьерного роста и обучения. Еще совсем недавно девушки, получая поддержку, уходили в декрет, проводя 3 положенных года в числе сотрудников больницы, но фактически не работая. Сейчас эту практику законодательно запретили. Кто-то, обучившись за счет ЦГБ, все равно возвращал так называемые подъемные и уезжал в крупные города. Третьи выбирают сельские населенные пункты, находящиеся в черте крупных городов, и получают уже не 1 миллион подъемных, а 2. Вот и выходит, что специалисты вроде как ряды ЦГБ пополняют, но при этом больница по-прежнему основной поставщик вакансий Центра занятости населения. Когда берешь цифры, сколько мы на работу приняли в отрасль врачей, медсестер, хорошая цифра. Когда посмотришь, а сколько уволилось, и думаешь, нет, все это совсем нехорошо, да? Нам нужно в 2 раза больше принимать, чтобы перекрыть эту цифру. Нельзя как-то в правительстве увеличить там этого земского доктора с 1 миллиона до 2. Потому что когда врачи начинают звонить, они практически начинают спрашивать: у вас 2 миллиона? Мы говорим: нет.
у нас пока 1 миллион. И во всех вот письмах, которые, не письмах, а которые отчеты я делаю, как по кадровику, да, и когда у меня спрашивают Минздрав ваше предложение, там все, я в каждом своем отчете указываю, что увеличить вот до 2 миллионов земского доктора. Как вариант, введение регионального подъемного механизма. Такие меры поддержки есть в различных регионах. Возможно, стоит этот вариант рассмотреть правительству Коми. Лариса Карачева взяла данный вопрос на контроль. Со своей стороны зампред правительства уточнил у специалистов ЦГБ о темпах прохождения диспансеризации и профессиональных осмотрах. Пока показатели ИНТы республика считает неудовлетворительными. Как говорят в свою очередь медики, несмотря на то, что население ИНТы ежегодно уменьшается, планы муниципалитету повышают. Нам почему-то на этот год планы значительно прибавили. То есть, если раньше у нас было там 6700 да, диспансеризацию, то в этом году 8100. То есть эти планы как бы в целом и по диспансеризации, и по профосмотрам, и по углубленке выросли где-то на 1700 плюсом. Ну, естественно, как бы процент их выполнения тоже снизился. Но мы собираемся, конечно, постараться их выполнить. Кроме того, по детскому населению ИНТе план вообще спущен больше, чем зарегистрировано детей в муниципалитете. Профосмотров при Полярье должны пройти 5600 детей, при том, что всего в городе население до 18 лет 4200 человек. ФОМС ссылается на данные Госкомстата, не слушая доводы интинцев. К решению вопроса со своей стороны подключился даже депутат Госсовета Александр Попов. Все озвученные вопросы Лариса Карачева взяла в работу. Вместе с зампредом на данной встрече присутствовал заместитель министра здравоохранения Вагрям Далакян. В Республике Коми работает 5 крупных сельскохозяйственных предприятий, занимающихся разведением северных оленей. 3 из них на территории Интинского округа. Это общество с ограниченной ответственностью агрокомплекс Инта Приполярная, Абись и Петрунская. Проблемы и перспективы развития оленеводства обсудили специалисты республиканских и городских ведомств вместе с представителями оленеводческих хозяйств за круглым столом. В преддверии празднования Дня оленевода в администрации округа прошло республиканское совещание по вопросам развития оленеводства. В связи с длительным перерывом, связанным с пандемией и большим количеством накопившихся вопросов, было решено разделить проведение совещания на 2 дня. В формате круглого стола специалисты различных министерств и ведомств, а также оленеводческих предприятий подвели итоги работы отрасли за 2022 год и обсудили перспективы ее развития в текущем году. Инта для меня это тоже родная площадка, и поэтому я тоже рад вас здесь приветствовать. Об этом будет в докладах сказано, но в прошлом году нам удалось предпринять хорошие шаги по поддержке оленеводства, и я думаю, что все вы это почувствовали на себе. Вот хочу нам пожелать вместе, чтобы мы нашли возможности дальше не только продолжать эту поддержку, но и ее каким-то образом расширять и диверсифицировать. Министерством национальной политики Республики Коми на протяжении многих лет проводится работа по поддержке представителей коренных малочисленных народов Севера и других этнических общностей, ведущих традиционный образ жизни и занимающихся традиционным видом хозяйственной деятельности оленеводством. В числе приоритетных направлений – организация авиаперевозки детей-оленеводов, проведение конкурса субсидий на возмещение части затрат на закупку оборудования, проведение различных этнокультурных мероприятий, а также курирование вопроса по учету лиц коренных малочисленных народов России. В 2020 году правительство Российской Федерации приняло постановление и в 2021 году обязало Федеральное агентство по делам национальностей производить учет коренных малочисленных народов. Для чего это нужно? Ну, во-первых, преследовалось несколько целей при принятии такого решения. В первую очередь это учет лиц, занимающихся традиционной хозяйственной деятельностью, да, мы понимаем, кто относится к коренным малочисленным народам. Следующий вопрос, который был направлен на облегчение реализации прав коренным малочисленным народам. То есть внесение гражданина в этот реестр автоматически позволяет ему получать сегодня государственные услуги, в том числе определение начисления пенсии по пенсионному законодательству, не предоставляя больше никаких документов. То есть наличие человека в реестре автоматически относит его к коренной малочисленной национальности с
со всеми вытекающими отсюда последствиями, со всеми льготами, которые пользуются сегодня КМНС, коренные малочисленные народы. И, соответственно, нахождение в этом реестре позволяет человеку без представления каких-то дополнительных документов, как я уже сказал, подтверждать свое право, что он является коренным малочисленным народом. Просим вас до всех граждан довести, которые относятся сегодня к коренным малочисленным народам. Их у нас сегодня по данным последней переписи 262 человека, основное это Воркута Сергей Георгиевич, обратиться с таким заявлением. По состоянию на 1 января 2023 года 40 человек по Республике Коми обратились с заявлениями в МФЦ, 38 это Воркута, 1 человек с Ухты и 1 человек с Сыктывкара. Поэтому очень большая просьба еще раз поговорить с ними. Конечно, это в первую очередь на их благо будет направлено, если подтвердится нахождение в реестре этого человека. Далее слово для доклада предоставили Денису Лобову, начальнику отдела развития животноводства Министерства сельского хозяйства региона. Сегодня наша Северная Республика считается одним из самых крупных оленеводческих регионов страны и занимает 6-е место по численности поголовья животных. По состоянию на конец 2022 года республиканское стадо насчитывает более 92 тысяч оленей. Ушедший год благоприятным образом сказался на производственных показателях. За последние 5 лет выросла сохранность поголовья, повысился выход телят и увеличено маточное поголовье. Забито на реализацию по итогам 2022 года 512 тонн, что больше на 44 тонны показателя 2018 года. Стабилизация финансового положения оленеводов в 2022 году способствовала увеличению размера и объема государственной поддержки. Ставка субсидий на содержание одной головы оленей выросла более чем в 2 раза. Если она была по итогам 2021 года 400 с небольшим рублей, то по итогам 2022 года она составила более 1000 рублей. Также была введена новая государственная поддержка на закуп оленей в убойной массе и в живом весе как от оленеводов-участников, так и от организаций крестьянских фермерских хозяйств. Это позволило закупить более 500 тонн мяса в живом весе. Возобновилась в 2023 году после длительного перерыва поддержка на строительство коралей, который воспользовался у нас ВСК «Оленевод». Возобновилась поддержка на проведение землеустроительных работ. Этой поддержкой в 2022 году воспользовался ООО «Северный». В 2023 году сохранится повышенная ставка на содержание, ставка субсидий на содержание поголовья северных оленей. Да, она будет не такая, как в 2022 году, но она почти в 2 раза превышает уровень 2021 года. Продолжится субсидирование строительства кораллей и проведение геоботанических исследований. Благодаря совместной работе Министерства сельского хозяйства и Министерства национальной политики удалось привлечь дополнительные средства. На 2025 год из федерального бюджета будет выделено 95 миллионов рублей, которые пойдут на обновление основных средств, приобретение необходимой техники, квадрокоптеров и строительство промежуточных баз факторий. Правительство уделяет большое внимание сохранению отрасли, и создаются необходимые условия для его сохранения. В то же время перед нами стоит на 2023 год ряд вопросов, задач, которые необходимо решить. С 2024 года вступают обязательные правила по идентификации животных, мечению. На оленеводстве, на общественный сектор, олени подлежат групповой идентификации, а у оленеводов-участников индивидуальной. О применении специального налогового режима налог на профессиональный доход для самозанятых, который введен в стране в 2019 году, а на территории региона действует с июля 2020 года, рассказала начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы. Он экспериментальный, он действует на территории Российской Федерации в течение 10 лет. Он даже не введен в налоговый кодекс, он действует по отдельному закону. То есть на протяжении этих 10 лет не будет изменений никакого в этом налоге, но
По истечении этого периода будут сделаны выводы о дальнейшем его применении. В рамках презентации специалист поделилась особенностями данного налогового режима, рассказала, какие альтернативные режимы существуют. Одно из преимуществ этого специального режима – налог по льготной ставке – 4 или 6%. Это позволяет людям легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность. О том, на какие социальные гарантии и компенсации могут рассчитывать оленеводы, присутствующим доложила директор Центра социальной защиты населения ИНТы. Основным законом, который регулирует данную социальную поддержку, является закон Республики Коми от 1 марта, номер 18 РЗ. Статья 6 данного закона определяет социальные гарантии и компенсации двух видов. Это ежемесячная компенсационная выплата за кочевой и полукочевой образ жизни гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в качестве оленеводов в оленеводческих хозяйствах Республики Коми в размере 4000 рублей, о чем только что говорилось. И второй вид компенсационной выплаты – это ежегодная единовременная социальная выплата в размере 5000 рублей, которая предоставляется следующим категориям граждан. Это неработающие граждане, которым назначена страховая пенсия по старости, проработавшим не менее 15 календарных лет в качестве оленеводов, а также которым назначена страховая пенсия по инвалидности, вызванной трудовой деятельностью в качестве оленеводов. И гражданам, проработавшим не менее 15 календарных лет в качестве оленеводов и прекратившим трудовую деятельность по достижении возраста 55 лет мужчины, 50 лет женщины, и в случае досрочного назначения страховой пенсии по старости в соответствии с федеральным законом о страховых пенсиях. Кроме того, семьи оленеводов, как правило, являются многодетными и, соответственно, имеют право на определенные меры социальной поддержки. В завершении круглого стола председатель Воркутинского промышленного сельскохозяйственного комплекса «Оленевод» от лица всех представителей оленеводческих хозяйств поблагодарил членов правительства за неравнодушие к отрасли. Я хочу поблагодарить правительство Республики Коми, а также Попова Александра Николаевича, представителей Государственного совета, за ту поддержку, которую они оказали Министерству сельского хозяйства в решении вопроса субсидирования закупа мяса у оленеводов-частников. Поддержка оказалась в этом году, она действительно очень нужная, и самое главное, что она своевременная. Ведь не секрет, что разница в цене за мясо с соседними регионами образовала большую социальную напряженность среди оленеводов. То есть не все, может быть, знают, но в прошлом году в ПСК оленеводы хотели забрать часть оленевого стада, то есть это порядка 1700 голов оленей, и увезти их за пределы Республики Коми, то есть в Ямало-Ненецкий автономный округ, где мясо было дороже. Сегодня мы, скажем так, остановили эту тенденцию, то есть если бы это случилось, то я думаю, что вот эта тенденция, она бы приняла бы свое развитие, и с этой проблемой бы столкнулся не только ПСК оленевод, но и ряд других хозяйств, которые также само соседствуют вот с теми же самыми оленеводами-частниками. Спасибо за оценку. Но я считаю, что действительно нам в прошлом году удалось отрасль спасти. Вот конкретно. Другое дело, что ситуация меняется. И у соседей, и у вас, и с пастбищами. Поэтому эта работа должна проходить на постоянной основе. И вот такие как раз встречи, они важны для того, чтобы мы могли выработать какие-то единые подходы, чтобы потом их вместе отставить. Круглый стол длился более 2 часов. Участники обсудили ряд проблемных вопросов и путей их решения. Основные обсуждения были перенесены на второй день. В Инте прошел фестиваль «Сельские самоцветы», который предваряет главный туристический праздник Инты – Терепкер. В концерте приняли участие коллективы интинских сел и деревень – Абись, Петрунь, Ярпияк, Адзивавом, Касьювом, Юстедор. Украшением фестиваля стали выступления приезжих коллективов. В этот раз Приполярье посетили артисты из Усть-Кулома, Воркуты, Синдара, Сыктывкара и Харуты. Каждое выступление коллективов как яркий самоцвет, который нанизывается на единую нить коми-культуры и складывается в драгоценные украшения. Культура коренного населения нашего региона многогранна и прекрасна. Все ее грани показывает фестиваль «Сельские самоцветы».
В рамках праздничной программы прошло большое награждение работников оленеводческих предприятий. Награды республиканского и местного значения вручали высокопоставленные гости из столицы региона и руководства округа. От имени и по поручению главы Республики Коми Владимира Викторовича Уйба рада приветствовать вас сегодня на этом замечательном празднике народного творчества «Сельские самоцветы», который проходит в преддверии Дня оленевода «Быстроногий олень». Сегодня мы с вами увидим лучшие выступления народных коллективов. Я в предвкушении, я так рада, что сегодня попала на этот праздник. Огромное спасибо Инте, что 2 дня Инта стала местом, где обсуждались вопросы развития оленеводства в Республике Коми. Обсуждались не просто проблемы, но обсуждались варианты решения этих проблем. Поэтому огромное всем спасибо, всем неравнодушным, кто работает в этой отрасли. Всем сегодняшний концерт, я думаю, станет такой красивой точкой нашей двухдневной работы. Работники оленеводческих хозяйств в республике, порядка 30 человек, были отмечены званиями «Почетный оленевод Республики Коми», благодарностями главы региона и Госсовета, министерскими наградами, грамотами муниципального образования. Среди гостей праздника – самодеятельные коллективы из самых разных уголков Республики Коми и поселка Харута. Наш город давно и плодотворно ведет дружбу с поселением из Ненецкого автономного округа. В Инту на дни праздника приехало немало оленеводов-ненцев, а также фольклорный коллектив. Нас пригласили, нам было очень приятно, радостно. Уже сразу такое волнение начинается, и чувствуешь себя, что ты нужен кому-то. И это очень вдохновляет. Я вот уже лет 50 в этой сфере как бы. И очень радуюсь. Как будто молодею, когда я вижу молодых. Из столицы региона к нам в гости заглянул ансамбль «Гуляночка». В его составе довольно известный в Республике Коми гармонист и вокалист Владимир Трошев. Мы уже слышали об этом празднике от директора Дома культуры, она нас пригласила сама, и у нас было большое желание приехать после юбилея республики еще. Вот. И мы, конечно, с радостью согласились и приехали сегодня. Для наших сельских коллективов этот фестиваль имеет особое значение. К нему готовятся, его ждут с нетерпением. Здесь в Коми артисты показывают себя, смотрят на творчество других. Ну, конечно, готовимся. Мы хоть со всеми встретимся, со всеми поговорим. Все деревни же приезжают. Петрунь, Адьево, Маби, Зерпияк. Да и из городов приезжают, Сыктывкара, Сускулом. А мы же не видим такого, что... А это ж хорошо, когда все встречаемся, поговорим. И настроение у нас поднимается. Ой, вы знаете, так интересно повстречаться с коллективами, со всеми сельскими коллективами мы встречаемся. И очень интересно, что еще сегодня же и приезжают очень много гостей. И очень интересно посмотреть, как они выступают. И себя хотим показать, и их хотим увидеть.
маленьких селах и деревнях нашего округа живут по-настоящему яркие и самобытные люди. Их многогранная культура и традиции сплелись в ярких старинных платках, в национальных костюмах, в тягучих песнях и длинных хороводах. Сельские самоцветы позволяют нам окунуться в этот прекрасный и удивительный мир. Зрелищное северное многоборье, экскурсия в настоящий ЧУМ, дегустация национальных деликатесов, ярмарочная торговля и многое другое. Так с размахом в Приполярье отметили День оленевода. Весенний этнопраздник Тереп-Кер, в котором приняли участие более 3000 человек. Гостеприимная Инта встретила всех с положенным радушием. Остались довольны и приезжие гости, и местные жители, и главные виновники торжества – оленеводы. В этом году праздник оленеводов в Инте состоялся в 15-й раз. Как всегда, организаторы мероприятия подготовили насыщенную спортивную и культурно-развлекательную программу с множеством сюрпризов. Ценные подарки муниципалитету переданы от руководства Республики Коми. Инта получила специальную жилищно-коммунальную технику, 5 новых автобусов ПАС. Спасателям преподнесли пожарную машину Коми Авиатрансу, комбинированную дорожную машину на базе КАМАЗ. В Инту республика сделала подарок. Вот эта вся техника, которая стоит вдоль дороги, это 5 автобусов, коммунальная техника, пожарная, все это для Инты. И еще это не вся техника. До конца марта еще придут 2 единицы. Поэтому хочу сказать огромное спасибо главе Уйбе Владимиру Викторовичу за этот замечательный подарок. Еще один подарок, который также в этом году нам преподнесли, это сотовая связь в селе Петронь. На прошлой неделе приняли эти работы, и сейчас там есть и интернет, и сотовая связь. Также большая заслуга в этом главы Республики Коми. Ну а вам всем хорошего настроения, праздничного. Спасибо. 26 лет прошло с первого праздника оленеводов, и это 15-й раз. Инициаторами проведения такого праздника в нашем городе были Турков Юлий Матвеевич, директор совхоза «Большая Инта», и администрация города в лице Александра Николаевича Попова и Мазурина Мария Васильевна. Я помню наши первые оргкомитеты, которые проходили прямо в совхозе. И, в принципе, можно сказать, что то, что было заложено тогда, мы до сих пор следуем этим традициям. Конечно же, с каждым годом добавляются новые элементы, но Тереп-Кер, в переводе «быстроногий олень», живет и развивается. Оленеводство, по сути, также не меняется в целом, по сути, только добавляются новые какие-то элементы. Также и наш праздник развивается с каждым годом. В 2018-2019 году у нас были очень интересные проекты по защите нашего праздника на туристических конкурсах. Это всероссийская премия туристическая, на которой мы 2 раза были финалистами. В 2018 году было принято решение проводить праздник каждый год, потому что он востребован. Видите, сколько народу приезжает. А особенностью праздника этого года является то, что к нам заявились упряжки, аж 8 упряжек из соседнего Ненецкого национального округа. И очень много гостей приехало в концертную программу. Поэтому мы уже думаем, как развивать наш праздник дальше, что интересного предложить интинцам и гостям города. Давайте громче поддержим аплодисментами! Какая красота! В этом году в гонках на оленях упряжках приняли участие 30 каюров. Большинство из них – оленеводы Интинского округа. Несколько мужчин приехали из Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Погонщикам предстояло пройти дистанцию чуть более километра. Мы очень давно ждали этого праздника. 2 года он не проводился в связи с короной. А сегодня вот у нас в городе такой праздник. Очень много гостей, гости Ханты-Мансийского округа, гости из Харуты. 30 упряжек. Это очень много. Такого еще у нас не бывало. Но мы готовы к этому празднику. Трасса готова была на те метеоусловия, которые были в нашем городе. За день до трассы, за день до начала мероприятия прошли большие дожди. Мы всю ночь здесь работали, и участники не жалуются. Говорят спасибо за то, что вы ее таковой сделали. Оценка – это временные показатели. Но если будет
совпадение по времени в двоих, в троих участников мы сделаем перезаезды. Но это будет только касаться призеров. Борьба за главный приз – 100 тысяч рублей развернулась нешуточная. Участники гонок стартовали один за другим и бежали на время. За считанные секунды упряжки развивали скорость не менее 50 километров в час. Оленя, если бежать, 50-45 – это в среднем. Но пока еще не слышал, чтобы там еще побольше стало. Но 50-45 – это средний бег, нормальный, я думаю. В праздничный день на Олень-поле было многолюдно. Тысячи интинцев и гостей праздника собрались в районе поселка Юстыдор, чтобы приобщиться к культуре и традициям коренного народа, посмотреть, чем живут жители Севера сегодня. Предприниматели оформили торговые ряды в соответствии с фирменным стилем праздника и представили огромный ассортимент различной продукции. Местные и приезжие артисты, хореографические и вокальные коллективы радовали всех зрителей песнями и танцами. Я музыкант, пишу песни на коми на русском языке, продвигаю коми-культуру и наш северный край. Я первый раз приехал в Инту, и нас встретила погода. Вчера она была такой более доброй, ласковой. Сегодня она такая прям северная по-настоящему. И приятно, что на такие фестивали приглашают, и мы с радостью приезжаем. Ну и рады дальше приезжать как бы в северные наши края. И у меня из районов, где я еще не был, как раз была Инта, и Вухтыл, и Усть-Цильма. Вот как раз осталось еще два теперь посетить региона, где я еще не был, района точнее. А так, мне кажется, очень здорово то, что поддерживают оленеводство. Все-таки это один из наших коренных таких видов деятельности и должен существовать. И хорошо, что есть такие фестивали, которые их поддерживают. Поэтому здорово, пусть растет, и только каждым годом все лучше и лучше будет. Расширенный репортаж о прошедшем в Интинском округе празднике оленеводов ТРПКР смотрите в одном из эфиров 5-го канала. Праздник закончился, а подарки остались. На дне оленевода ТРПКР, который проводился в воскресенье на Олень-поле в поселке Юстыдор, взрослым и детям были розданы специальные оранжевые браслеты с символикой праздника и индивидуальным номером, по которому можно было выиграть приз. Из-за плохой погоды многие зрители не дождались розыгрыша лотереи и ушли домой. Но у обладателей браслетов остался шанс попытать свое счастье и получить оригинальный подарок с символикой ТРПКР. Сотрудники телестудии «5-й канал» провели онлайн-розыгрыш с помощью генератора случайных чисел и определили победителей. Счастливчиками оказались обладатели 8 праздничных браслетов с номерами 0864, 0232, 0258, 1435, 1106, 1847, 1467, 0214. В воскресенье прошел всем любимый праздник ТРПКР, во время которого наша телестудия помогала провести розыгрыш 10 лотерейных призов. Призы были очень хорошие, это и шапки, и кружки, но, к сожалению, победителей оказалось на поле всего 2. Наверняка люди многие замерзли, но мы в своей группе попросили всех участников праздника, которые получили браслеты при входе на Олень-поле, не выкидывать их, потому что будет проведен дополнительный розыгрыш, и проведем мы его прямо сейчас. У меня в руках рандомайзер случайных чисел, он обнулен. По последним подсчетам было роздано для всех интинцев, которые пришли, и не только интинцев, но и гостей праздника, которые пришли на Олень-поле, было роздано 2000 билетов. То есть получается, призов у нас будет 8 штук, а участников с первого номера по 2000. Их мы сейчас и вобьем. Генерируем первый номер. 0864. Этот номер получит у нас термокружку. Второй номер, который у нас сейчас будет разыгран, получит шапочку. 232. Третий номер, который у нас сейчас будет разыгран, получит кружку ТРПКР. Не термокружку, а обычную кружку. 258. Четвертый номер у нас опять шикарное напоминание о празднике ТРПКР. Это термокружка. Это номер 1435. Пятый номер получит шапочку. Это номер 1106. Шестой номер 1847 получит обычную кружку. И у нас остается 2 термокружки.
последние 2 номерка, если выпадут у нас такие, получат именно эти подарки. 1467 и 0214. Мы приглашаем победителей за призами именно на телестудии «Пятый канал». Если до конца недели они не будут разобраны, мы проведем еще один дополнительный тираж, но он будет последним. Все выигрышные номера опубликованы в группе 5 канала ВКонтакте. За подарками необходимо подходить на телестудию в 128-й кабинет городской администрации по адресу Горького, 16. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале, будьте в курсе значимых событий НТ. Всего доброго и до свидания.